Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск «Сегодня» в студии Георгий Плиев. Вот главное на сегодня. Они жертвуют жизнью во имя мира на земле. Анатолий Бибилов наградил миротворцев Северо-Остинского батальона. Вопросы возрождения национальной культуры и сохранения осетинского языка обсудили лидеры Южной и Северной Осетии на заседании специальной экспертной комиссии. Повезло так повезло. О том, как дети из Южной Осетии проводят каникулы на Крымском полуострове. Во Владикавказе прошло второе совместное заседание экспертных комиссий по вопросам сотрудничества в сфере национально-культурного развития осетинского народа и терминологических комиссий по осетинскому языку при правительствах Республики Южная Осетия и Республики Северная Осетия Алания. У нашего корреспондента Гунды Гобозовой все подробности. В работе заседания приняли участие лидеры двух республик Анатолий Бибилов и Вячеслав Бетаров, обратившиеся с приветственным словом к участникам форума. Самый бална факанам, посадартер, надо махаться каналу. А вот то флешка так. Мы фалей бакушер, мы ловим бакушер, вот 20 ганна. Вот так я колом масол заниш, когда и балвурканам, мы кадуна факанам. Главы государств отметили необходимость двустороннего сотрудничества по вопросам сохранения и развития национальной культуры и языка. Обращаясь к членам комиссии, президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов выразил слова благодарности за их труд. Publikații isot, mena Ironov zage nahmeraše deste žeje kao deputata, Ironov zage meraše deste orta Gosdumaja, Iron deputata, ez nevšen chasime rozeneden. Ironov zage nahmeniči roševin, Ironov zage machov zag, eme machkot kusem, machov kedarchajem. Hafte, roz meševin na Ironov zage me lafte žurģestem, kodekhenģestem. Eme hevšademen ما بونو زغم كاد اما شغات يرسون خيشات كاد اما شغات يرسون ديبوتات ایران زاغن نخمه ایستون افترايستوي ود مخام شارزن. Он также отметил, что осетинский народ неделим и проблемы как на юге, так и на севере Осетии схожи. Шамай ламбенак дерме белдвер тербокусен, вачеген диаграмматика дервачен орфография дер. На хавшекс анчун нав. Хамчирим бардиме, уч комиссия чист. Хавдунал эштервази. Анатолий Бибилов выразил уверенность в эффективности работы членов комиссии и успешном решении существующих проблем и заверил в поддержке со стороны исполнительной и законодательной власти республики. Он также коснулся темы негативной реакции в социальных сетях на высказывания североостинских парламентариев, которые якобы выступают против осетинского языка. Abigat Godzanovich, problemata šegot irestuna, filderist, usor irestuna, ezvi merozinadan. Kad mochunem irestun, nekad mochna chutag iromadam nadikhenam, kad mochna problemata nadikhenich, nadar husoru, nadar šegotu. Kad problemo ise, vad ironadam problemo. Naken fender moatuš ironadam, šegot forsu, husor vorsui. С приветственным словом к присутствующим обратился и председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев. Он призвал обозначить конкретные цели перед руководством республики и работниками сферы образования, а именно преподавателями осетинского языка, которым, по его мнению, отведена значительная роль в решении задач по сохранению и развитию национального языка. Далее форум продолжил свою работу по повестке дня. На заседании были утверждены программы мероприятий по сотрудничеству между двумя республиками в сфере национально-культурного
развития остинского народа и совместной деятельности терминологических комиссий по остинскому языку на 2018-2020 годы. Доклады по данным вопросам подготовили сопредседатели комиссий: министр Республики Северная Осетия Алания по вопросам национальных отношений Аслан Цуцев, государственный советник президента Республики Южная Осетия Константин Кочев и министр образования и науки Республики Южная Осетия Наталья Гасиева. В заключительной части мероприятия состоялась церемония подписания протокола заседания. Итоговый документ скрепили своими подписями председатели правительств Республики Южная Осетия и Республики Северная Осетия Алания Эрик Пухаев и Таймураз Тускаев. Агунда Губозова, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Идет 26-й год ввода миротворческих сил в Южную Осетию. Следует отметить, что эта миротворческая операция уникальна. Именно присутствие миротворцев на протяжении 16 лет в немалой степени определило относительную безопасность от внешней агрессии. Миротворцам пришлось ценой собственной жизни гарантировать мир и безопасность народа Южной Осетии. И вот спустя много лет после завершения этой операции награда нашла своих героев. Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов вручил государственные награды миротворцам Североостинского батальона, которые служили в Южной Осетии с 1992 по 2008 год. Церемония награждения состоялась во Владикавказе и была приурочена к празднованию 26-й годовщины ввода в Южную Осетию трехсторонних смешанных сил по поддержанию мира. Анатолий Бибилов подчеркнул, что эти награды в первую очередь от народа Южной Осетии, который ценит и помнит роль миротворцев и их подвиг. Fandom az arra sztrbuzna smokhani udat. Ortator strastajan. Vaqaru kayro distot. Stema fanda khatar robil. Kod prezidentofta, kod abun khishod ser lagofta. Ama yerma shimbaldi mamsh qadmaq davom baldi. Hayna bun kayisi sarozan. Hayt khayto kurun khatar. لكن فندم شرط روز مشون شرط يكانون كنا أما خزاز مستر روز رشديس ما بدر وخور زخته وخيمة بخو جسته أما بي أرمست خمتك خور زخنو فلو بوزنك خوصر يرستنا آدمي К присутствующим также обратился глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, который подчеркнул, что народ Северной и Южной Осетии един. Из рук первых лиц Южной и Северной Осетии за активное содействие в осуществлении миротворческой операции в зоне грузино-остинского конфликта медали за ратный труд во имя мира получили 102 миротворца. От лица всех присутствующих слова благодарности за награды выразил бывший миротворец Тамерлан Сумаев, отметив, что мероприятие такого масштаба проводится впервые. Агунда Губозова, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Завершился пресс-тур журналистов из Южной Осетии в Москву. Итоги интересных встреч с российскими политиками и обсуждения актуальных вопросов в современной геополитической реальности в материале нашего корреспондента Розы Тедеевой. Представители средств массовой информации Южной Осетии, Абхазии и Северной Осетии в рамках организованного Международным информационным агентством «Россия сегодня» пресс-тура провели ряд встреч с известными российскими политическими деятелями. Первая встреча состоялась с председателем Комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым, командовавшим российской группировкой войск в Абхазии в 2008 году. Шаманов вспомнил, как развивались события, предшествовавшие августу 2008 года. Кроме того, он исключил вероятность повторения событий десятилетней давности. Мир в республиках прочно защищен российскими военными базами. Говоря об этом, так сказать, десятилетии, к сожалению, могу сказать, что оно так и оставляет неоцененным те события в связи с
той политикой, которую проводят американцы и их западные партнеры. Но Россия сегодня уже другая. И мы не позволим с нами разговаривать с позиции силы. События в Сирии показали, что российская армия способна решать задачи далеко за пределами своего отечества для защиты национальных интересов. Сегодня могу сказать, что гарантированно обе республики защищены, от агрессии, исходя из того, что называется соотношение сил и средств. Проблемы расширения НАТО на Кавказе участники пресс-тура обсудили с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Косачев заверил, что при развитии такого сценария Россия будет вынуждена принять ответные меры. В этом случае на Грузию распространились бы программы военного планирования НАТО. Мы знаем, что на территории новых государств-членов размещаются на постоянной основе новые подразделения НАТО, дислоцируются новые виды вооружениях. Страны-новички включаются в различного рода программы, нацеленные на сдерживание России. Наиболее наглядный пример – это развитие европейской системы противоракетной обороны, которая управляется исключительно Соединенными Штатами Америки. Все это будет создавать дополнительные линии напряженности на Южном Кавказе. Все это, безусловно, будет означать встречное, ответное военное планирование со стороны Российской Федерации. Это не должно быть ни для кого секретом. Кроме того, по мнению Константина Косачева, сегодня особое внимание уделяется процессу признания Южной Осетии и Абхазии. По мнению сенатора, Грузия не сможет сдерживать процесс признания, и доказательством тому служит недавнее признание Сирийской Арабской Республикой. Время работает на широкое международное признание Абхазии и Южной Осетии. Россия, еще раз повторю, всеми возможными способами содействовать той работе, которая ведется правительствами, министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии. Я знаю, что эта работа обширна, есть достаточно много контактов, в том числе в тех странах, которые пока внешне никак себя не проявляют в качестве потенциальных стран, признающих независимость Абхазии и Южной Осетии. Так что ваши страны на правильном пути. Косачев заявил, что считает признание Южной Осетии и Абхазии единственно правильным решением, и уже в течение 10 лет Россия в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства, как в плане обеспечения безопасности, так и социально-экономического развития. Еще одна встреча состоялась с заместителем главы Комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным. Он заверил, что Государственная Дума особое внимание уделяет вопросам Южной Осетии и Абхазии. Принимались документы в поддержку Абхазии, Южной Осетии, выражалась солидарность и так далее. И это не всегда совпадало, особенно в 90-е годы, не совпадало с мнениями официальной Москвы. Когда вообще в России президентом стал Владимир Путин, то времена начали меняться. Сменилось более рациональной точки зрения, что право нации на самоопределение, оно во всяком случае никак не менее важно, чем пресловутая территориальная целостность, и присутствует во всех документах международных в качестве равноценного принципа международных отношений. Программа пресс-тура была насыщена на встрече. Кроме того, журналисты смогли посетить редакцию агентства «Россия сегодня» и посмотреть, как функционирует самое популярное агентство в России. Пресс-тур был приурочен к 10-летию признания государственной независимости Южной Осетии и Абхазии. Роза Тедеева, Марьяна Чочиева, Джонни Техов. Информационный выпуск сегодня. Министерством здравоохранения республики уже разработана и утверждена программа предстоящей всеобщей диспансеризации населения. Целью масштабного медосмотра является своевременное выявление и предупреждение рисков опасных заболеваний. Поэтому необходимо выкроить время из плотного графика для сохранения своего же здоровья. Об этом репортаж Ирины Битиевой.
Диспансеризация – это бесплатный медицинский осмотр, который направлен на сохранение и укрепление здоровья населения, что напрямую влияет на долголетие людей. Темп современной жизни не всегда позволяет человеку находить время для своего здоровья. Цель диспансеризации – сохранить и укрепить здоровье населения и выявить на ранней стадии заболевания как у взрослых, так и у детей. Всеобщая диспансеризация проводится силами российских специалистов Федеральным медико-биологическим агентством. 30 июля – начало диспансеризации взрослого и детского населения. Осмотр взрослых будет проходить в поликлиническом отделении республиканской больницы. Поликлинические врачи рассылают пригласительные листки об обязательном прохождении диспансеризации. Детская диспансеризация будет проходить в поликлинике детской республиканской больницы. Вначале врачи будут осматривать детишек детских дошкольных учреждений. В день планируется осмотреть порядка 200 детей. Смотреть и не замечать, что что-то происходит. Но когда врач осматривает и находит выявленное какое-то пограничное такое состояние, и вовремя мы принимаем меры, это очень важно, особенно для молодого ребенка. Даже до года они моментально меняются. В месяц одни изменения, растет и так далее, и так далее. А когда профильные специалисты помогают нам наблюдать и следить за здоровьем, и помогать вовремя реагировать, это очень важно. Поэтому как педиатр, и как мать я рекомендую прислушаться к советам своих участковых, своих врачей. Пройти диспансеризацию необходимо всем. Врачи и педиатры просят принять активное участие родителей вместе со своими детьми в диспансеризации. По сути, диспансеризация – это профилактика здоровья, а пренебрегать здоровьем не стоит. Ирина Битева, Ринат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Городская администрация продолжает масштабную работу по комплексному благоустройству придомовых участков многоквартирных домов. О завершении работ на одной из главных улиц Цхинвала в материале Фатимы Чочевой. Администрация города Цхинвал завершила работы по благоустройству придомовых территорий по улице Сталина 102 и 123, к которым приступили несколько дней назад. Эти территории долгое время нуждались в капитальном ремонте. Работы ведутся поэтапно, по программе мероприятий, запланированных на 2018 год. Приступили к асфальтированию в начале лета. Работы проведены в основном это выравнивание территорий придомовых дворов, засыпка щебнем, отсыпка щебнем и асфальтированием. Соответственно, там, где есть обустройство тротуарных дорожек, площадок, вымощивание площадок. Вот это основные работы, основной объем работ. По словам Тилоева, они постараются обустроить и детские площадки, прилегающие к асфальтируемым территориям. Ранее такие же работы были проведены и в других микрорайонах города. Это микрорайон Новомосковский, улица Исаака Харебова и на улице Сталина. Как обещают городские власти, работы в этом направлении будут продолжены. Фатима Чочева, Арнольд Харибов, Геннадий Мамедов. Информационный выпуск сегодня. С сожалением приходится констатировать, что с 2008 года на всей территории Южной Осетии сохранились разрушенные во время войны жилые дома. То, что переживают владельцы этих домов на протяжении всех этих лет, история отдельная. Проблема эта, как оказалось, вполне решаема, что мы видим на примере развернувшейся в последнее время строительной компании. Еще один репортаж из цикла «Строительная площадка». В числе домовладений, разрушенных 10 лет назад в войне августа 2008 года, находился и дом номер 14 по улице Сталина, села Хитагурова Цхинвальского района. В дом попало несколько снарядов. По обломкам проехались 2 танка, вспоминает хозяин дома Шамиль Кудухов, окончательно его растоптав. Этого преступникам оказалось мало, и они решили добить и хозяев дома. Они ранили огнестрельным оружием главу семейства и его жену, а их сына жестоко избили. Дальше был плен и издевательство грузинских неофашистов. Воспоминания тех событий для Шамиля Кудухова до сих пор являются болезненными. Мы думали, что грузинская пехота ушла вместе с танками и вышли из укрытия. Однако они обосновали здесь штаб. Увидев нас, солдаты сразу же начали палить. Мы с женой были ранены. Сына я успел прикрыть собой, однако они поймали его и избивали прикладами, прилагая при этом большое усердие.
Все нажитое имущество и здоровье семьи Кудуховых было загублено в той войне. Год назад жена Шамиля Кудухова после продолжительной тяжелой болезни скончалась. Долгих 10 лет хозяин дома обращался во всевозможные инстанции с просьбой оказания поддержки в восстановлении жилья, но его обращения остались безрезультатными. Со своей проблемой Шамиль Кудухов обратился и к новому главе государства. 10 лет я просил и истратил за это время оставшиеся силы и нервы. Решил обратиться и к президенту Анатолию Ильичу. Рассказал о проблеме и о трудностях. Президент сразу же дал поручение все уточнить. И восстановление моего дома из руин началось. Я не в силах выразить то чувство благодарности, которое меня переполняет. Работа идет, никаких накладок нет. Работы по восстановлению дома ведутся быстро. Рабочая бригада уже восстановила стены дома, покрыла кровлей. Все это время семья жила в стесненных условиях в небольшой пристройке. Проект же нового дома располагает к большему пространству. В доме будут 4 комнаты и места будет хватать всем, говорит благодарный хозяин дома. Эльвира Тибилова, Ренат Медоев. Информационный выпуск сегодня. Вот это везение! Ребятам из Южной Осетии посчастливилось провести летние каникулы в Крыму, на берегу моря. О том, как это происходит, рассказывает Зараса Кузаева. С возвращением Крымского полуострова в состав России у нас появилась возможность ежегодно проводить отпуск в живописных местах Крыма. Этот год не исключение. Наряду со взрослыми у детей появилась возможность отдохнуть в Крыму. Благодаря одному из наших соотечественников, Эльбрусу Битеву. Он организовал детский лагерь. Его гостиница «Сакля Горс» открыла свои двери для югостинских детей. 3 потока, по 45 детей в каждом. 12 дней проводят незабываемый отдых на берегу Черного моря. В настоящее время в Крыму находится 2-й поток. Главным условием организаторов было то, что в первую очередь должны отдохнуть дети из социально незащищенных семей. Эльбрус Битев продумал все до мелочей и надеется, что дети отдохнут на славу. Ordem şey de hek marşavi. Udunenç binot tervenevdi mohantojis. Me hedef astem mezar devte bozdudiş. Rına khos kutum prezidentime bibile fertime men vi nkhos бомбарство me ройдет томорозы. Распорядок дня насыщенный. Купание в море, игры, экскурсии. Все расписано по минутам. Подъем в половине 7 утра. Обязательная зарядка. Индивидуально для мальчиков и девочек. В гостинице всем все нравится. Уютно, чисто, просторно. После зарядки детей ждет вкусный завтрак. Культурный программа Дженис. В общем, но больше всего отдыхающим нравится купаться. И после завтрака все дружно направляются на море. Особое внимание здесь уделяется питанию. Для детей готовят еду из натуральных продуктов. Молоко закупают у одного и того же фермера, мясо только самое свежее, и необходимые продукты в супермаркете откладывают также свежие. Такой активный отдых, дети должны быть бодры и энергичны, поэтому вожатые следят, чтобы дети были накормлены. Нет у нас, чтобы идея два продавать товар. Человек не покупает через день свой товар для детей. Детям очень нравятся экскурсии. Специально для них организованы походы по самым интересным маршрутам и достопримечательностям Крыма. Они, затаив дыхание, слушают каждое слово гида и вернутся в Южную Осетию не только с прекрасными воспоминаниями об отдыхе, но и багажом знаний об истории Крыма. Дорогие мои гости, я очень рада была сегодня с вами познакомиться. Спасибо вам за терпение, за вашу воспитанность. Низкий поклон вашим родителям, что они воспитали вас такими умненькими, такими послушными, такими грамотными и сдержанными. Спасибо большое! Хороший летний отдых на берегу моря для детей всегда полезен. Югостинским детишкам выпала отличная возможность провести каникулы в Крыму. Зараса Кузаева, Александр Кукоев, Коста-Кошта. Информационный выпуск сегодня.
Уникальная минеральная вода из недр Южной Осетии под торговой маркой «Санай» должна покорить сердца миллионов потребителей, планирует производитель. Подробности у нашего корреспондента Ирины Битиевой. Южная Осетия уникальна не только своей красотой, но и богата своими природными минеральными источниками. Самая популярная вода в Южной Осетии – это дзау-суар. В советские годы вода дзау была в абсолютных лидерах потребления. В свое время минеральной воды дзау в год выпускалось более 3 миллионов бутылок. Она была настолько популярна за пределами Южной Осетии, что ее все время поставляли в разные города. Свойства этой воды уникальны. Применялась она при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Марина Хидагурова, кандидат медицинских наук, заслуженный врач ГССР, на протяжении многих лет была главным врачом в санатории дзау. Она прекрасно помнит, как со всех уголков Советского Союза приезжали на лечение. Желающих посетить курорт было так много, что им приходилось снимать жилье и в частном секторе. В основном принимали Россию. Но местных не принимали. Не было уже местных. В Россию приезжали прямо. Тоже не всем мы могли предоставить путевки на месте. Работали с большой перегрузкой. В старом санатории нам даже приходилось арендовать территорию Тбилисского лагеря 31-го завода, чтобы там тоже их размещать. Ну а потом мы уже построили себе 9-этажный корпус. Ну, основным лечебным фактором была вода. Дзау-суар. Минеральная вода дзау и сегодня не потеряла своих целебных свойств. Ее эффективность и целебность проверены и доказаны временем, что было вновь подтверждено недавними исследованиями, проведенными в Российской Федерации в городе Пятигорск в научно-исследовательском институте курортологии. Вода дзау, по словам Марины Хитагуровой, превосходит знаменитую воду Ессентуки-17. Регулярный прием минеральной воды дзау позволяет лечить практически все заболевания желудочно-кишечного тракта. И что особенно важно, в отличие от других вод, нулевую кислотность желудка, которой страдают многие люди. Сила этой воды в том, что очень многие страдают и страдали пониженной кислотностью, заболеванием гастрита с пониженной кислотностью. Кто студент, он вовремя не употреблял пищу, кто на работе не вовремя. И вот эти факторы все вызывали пониженность кислотности и до нулевой доводили. А эта вода в течение месяца, которую они отдыхали, уже восстанавливала эту кислотность. И таких вот очень много в Союзе. Ессентуки-17 и вот дзау-суар. Но по этому составу дзау-суар он более активный. Он превосходит. Превосходит, да, превосходит. Благодаря открытию нового завода по производству минеральных вод не только жители Южной Осетии, но и жители Российской Федерации и других стран смогут для себя открыть природные богатства Южной Осетии и насладиться прекрасным вкусом минеральной воды, укрепить свое здоровье этой уникальной лечебно-столовой водой. Минеральная вода дзау будет выходить под торговой маркой «Санай». Под этой торговой маркой будут выпускаться и другие минеральные родниковые воды Южной Осетии. Производитель позаботился о том, чтобы вода не только не потеряла свои природные и целебные качества, но и сохранила их на долгое время и приносила пользу для здоровья. Вода из первоисточника проходит тщательную очистку, но в ней остаются все полезные микроэлементы, которые обладают целебным свойством и не теряют свой природный натуральный вкус, который так ценим многими поколениями. Минеральных вод много, а вода Южной Осетии дзау-санай одна. Ирина Битева, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Информационный выпуск продолжают новости спорта. Завтра, 28 июля, состоится финальная игра за Кубок Северной Осетии Алании по футболу. Во Владикавказе на стадионе спортивной школы «Юность» встретятся Цхинвальский «Спартак» и Владикавказская команда «Щит Осетии». Юго-осетинские футболисты просят болельщиков приехать на игры и поддержать их. Завтра состоится финал Кубка Осетии 2018 года между командами «Спартак» Цхинвал и «Щит Осетии» Владикавказ. Это очень хорошая, сильная команда, там играют опытные игроки, прошлогодние обладатели Кубка Осетии. И так как я говорил неоднократно, у нас стоит задача в этом году выиграть Кубок и стать обладателями Кубка Осетии в этом году. Хочется сказать, что финальная игра, финальный матч
состоится в городе Владикавказ на стадионе «Юность». Начало матча 16:00. И хочется попросить болельщиков футбольного клуба «Спартак Цинвал» и всех любителей футбола, чтобы приехали, поддержали команду, поболели за нас. Так как поддержка болельщиков, любителей футбола для нас очень важна. Ну а сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В Знаурском районе ясно, днем плюс 31, ночью плюс 18. В Дзавском районе ясно, днем плюс 29, ночью плюс 18. В городе Квайсят тоже ясно, днем 31 градус тепла, ночью 18. В Ленигорском районе ясно, днем плюс 31, ночью плюс 18. И в Схинвале ясная погода, днем 31 градус тепла, ночью плюс 21. На этом наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.